Бајвајут моменти, когда жизнь начинает говорить с тобой с ясностью, которую ты больше не можешь не слышать. Тело бунтует, когда ты предаешь себя. Реальност отвечает с почти постидной точностью. Люди любят или отвергают тебя без всякой видимой причины. Это не магия, не внушение, это знак того, что твоя внутренняя вибрация сменила частоту и больше не позволяет тебе жить в полцели. Есть люди, которые вибрируют на более высокой частоте и проявляют три необычных признака, которые не имеют ничего общего с повторением поверхностных аффирмаций или просто эстетическими духовными практиками. Это не качество, приобретение путем принуждения себя к состоянию, а конкретные энергетические эффекты, возникающие, когда внутренняя структура достигает определенной степени глубокой когерентности. Эти знаки, не трюки, которым нужно учиться, и не техники, которым нужно подражать, а естественные следствия процесса настоящей психической интеграции, в котором внутренний мир перестает быть полем битвы и становится гармоничной системой. Как будто инструмент вашего сознания наконец настраивается на свою основополагающую ноту, заставляя симфонию внешней реальности гармонировать с вашим основным тоном. Суть этого обсуждения – не абстрактная теория, а описание наблюдаемых эффектов, возникающих при истинной интеграции психики. Эти три признака не относятся к сфере туманного символизма или эзотерических утешений, а проявляются как почти феномены в обыденной ткани вашей повседневной жизни в том, что вы чувствуете, с чем сталкиваетесь и что переживаете. Ниже представлен словарь, помогающий распознать эти изменения и понять, кто они раскрывают о глубинной сути вашей души. Действовать из состояния высоких вибраций. Это не значит играть невидимую роль, а значит принимать спонтанные последствия радикальной внутренней честности, от которой больше невозможно отказаться. Часто эти трансформации поначалу проявляются как странные события, необычные судьбы или даже признаки тревоги. Чувствуется, будто во восприятии что-то изменилось, но не находишь подходящих слов, чтобы это описать, как будто существование обрело новую, пока неизведанную, эмоциональную и символическую грамматику. Цель этой лекции – предложить вам именно эту грамматику, психологическую карту того, что мы могли бы назвать подлинной вибрационной подписью. И она показывает, почему эти три признака нельзя свести к успокаивающему списку мотивационных фраз, поскольку они слишком весомы и создают слишком серьезные препятствия для динамики духовного эго. Первый признак – соматический и не оставляет места для приспособительных интерпретаций. Тело становится неумолимым полиграфом души. Ваш физический организм начинает решительно изгонять все, что диссонирует с вашей глубиной истиной. Не как общее ощущение, немного подавлено, а как быструю, четкую и не поддающуюся обсуждению физиологическую реакцию. Это может быть внезапная мигрень, которая настигает вас именно в тот момент, когда вы берете на себя обязательство, противоречащее вашим ценностям, или тошнота, которая накатывает именно тогда, когда вы собираетесь сказать «боясь ее», хотя каждая клеточка вашего тела кричит «дас», или навязчивая, необъяснимая с медицинской точки зрения усталость, которая проявляется только в определенных отношениях или ситуациях, где вы вынуждены носить маску. Эти проявления не совпадают с классическими психосоматическими симптомами, часто связанными с неуслышанным криком неразрешенной травмы. Здесь мы находимся на другом уровне. Соматический интеллект полностью активируется, как будто центральное «я» поручает телу задачу стать главным хранителем вашей подлинности, не давая вам пересечь определенные границы без немедленной расплаты. Тело становится резонансной камерой для вашей частоты и больше не терпит ничего, что ее искажает. Для тех, кто достиг высокого уровня интеграции, работа, требующая полного подчинения или отношения, требующие самозабвения, уже не просто неприятны. Они вызывают настоящий физический дискомфорт,
который невозможно заглушить рациональными объяснениями. В этот момент организм реагирует уже не просто на стресс, а на нарушение частоты. Возможно, вы сталкивались с таким моментом, когда пытаетесь двигаться в период из чувства долга, страха или вины, а тело отключается. Словно иммунная система начинает осознание протест еще до того, как ваш разум начинает оправдывать компромисс. Это динамика физиологического оторчения. Ваша энергетическая подпись настолько тонка и четка, что она больше не может метаболизировать неаутентичность. Разница принципиальна. При неврозе тело выражает внутреннюю фрагментацию, тогда как здесь оно выражает целостность, становясь союзником психики в защите внутренней согласованности, которая больше не подлежит обсуждению. Когда этот соматический интеллект активируется, тело берет на себя роль физического проводника вашей истины. Когда когерентность оказывается под угрозой, немедленно звучит сигнал тревоги, комфи горле мешает вам лгать. Общее недомогание делает невозможным пребывание там, где ложь, норма, внезапная усталость заставляет вас остановиться, прежде чем вы снова предадите себя. Людям, родившимся под этим знаком, становится трудно даже в малой степени лгать, не испытывая при этом ощутимого напряжения. Оставаться в среде, где лицемерие является нормой, становится невыносимо, потому что само тело рвется наружу, требуя более чистого воздуха и более гармоничных отношений, даже когда разум предпочел бы адаптироваться ради удобства. Если эти слова начинают резонировать внутри вас, почтите этот резонанс. Трансформируйте его в чистый внутренний энтузиазм, в бдительное внимание и в искреннюю готовность переосмыслить то, что вы называете. Потому что истинная революция заключается не в духовных лозунгах, а в том, что вы имеете смелость наблюдать в своем повседневном опыте без дальнейшего самообмана. Речь идет не о хрупкости, а о силе, если вам пришлось уйти с работы, потому что ваше тело, казалось, разваливалось, или разорвать отношения, потому что вам было физически плохо в присутствии этого человека. Это была не слабость, а ваша частота, защищающая ее целостность. Ваше тело стало наглядным доказательством того, что вы больше не можете жить против себя, не расплачиваясь за это немедленно. Второй признак еще более дестабилизирует, поскольку разрушит традиционную границу между разумом и внешним миром. Вы начинаете переживать синхронизм с такой частотой и точностью, что объяснение случайностью теряет убедительность. Речь идет уже не о спорадических совпадениях, а о непрерывном диалоге с реальностью. Вы задаетесь конкретным вопросом, и вскоре кто-то из близких произносит именно те слова, которые вам нужны. Вы вспоминаете друга детства, которого не видели десятилетиями, а на следующий день случайно встречаете родственника в совершенно неожиданном месте. Вы ломаете голову над сложным решением, и фраза о произойдущей машине кажется вам прямым, почти иронически недвусмысленным советом. Эти эпизоды перестают быть исключениями и становятся привычной частью вашей жизни. Согласно юнгианской точке зрения, принцип каузальной связи, связывающий психику и реальность, усиливается при интеграции сознания настолько, что серьезно разрушит иллюзию о том, что происходящее внутри и происходящее снаружи. Это два отдельных и независимых мира. Окружающая Вселенная перестает быть случайным фоном и начинает функционировать как система обратной связи в реальном времени для вашего внутреннего состояния. Вы больше не просто наблюдатель событий, но осознанный партнер в танце, в котором мысли, эмоции и события перекликаются друг с другом, словно один сюжет, проявляющийся на разных уровнях. В этом состоянии синхроничность, уже не просто любопытство, которым можно поделиться с друзьями, а родной язык. Становится все сложнее списывать все на случайность, потому что повторение сигналов, их интенсивность и синхронность заставляют вас осознать некую форму творческой ответственности в своем опыте. И именно эта ответственность неприятна. Жить в состоянии почти непрерывной синхроничности
Тягота, потому што больше нельзя отступат во рол пасивној жртви собити. Каждая мисл, каждое микроемоционално движение, кажеться, находит отклик вовне, словно вселенеја слышит даđето, што ти не решеше се ја произнести вслух. Ви осознајоте, кто јавлиете сознателним сотворцом. Хотите ви ето го или нет. Ето значит, што ви больше не можете пријатација за мислију о своји неспособности влијат на ситуацију или притворијација. Што то, што ви взрашчиваете внутри, не имеет значење. Синхроничност становица постојанним отраđением качества ваших намерени, ваших страхови, ваших неисполнених желани. Длија целостно и психики ети јавленија, не просто посланија из космоса, а свидетелство того, што ви работаете на частоте, где ваша ответственост за происходящи вие вашеј жизни радикално возрастает. Каждая встреча, каждое отклонение од пути, каждое неожидано собитие становится сигналом, символом или откликом на кто-то, волнујущи вас. Стоит вам войти в етопол, и вернуться назад будет очень сложно. Вы больше не сможете все сводить к удаче или неудаче, потому что реальность начала говорит с вами на слишком токном языке. И эта самая токност призывает вас быть более бдительными к тому, что висите в себе. Третий признак проявляется в том, как мир реагирует на ваше присутствие, особенно через мгновенную реакцию незнакомцев. Это можно назвать спонтанной поляризацией. Люди, которые вас не знают, сразу же испытывают по отношению к вам бурне, противоречивые и часто необъяснимые реакции. Вы можете войти в комнату и почувствовать на своем лице враждебное, холодное и суровое выражение, не произнеся ни слова. Другие же, напротив, подходят к вам с удивительной теплотой, раскрываясь на глубочайшие секреты уже в первые минуты, словно знают вас целую вечность и чувствуют себя рядом с вами в таинственной безопасности. Вы ничем не заслужили ни ту, ни другую реакцию. Одно только ваше присутствие действует как катализатор. Целостное сознание действует как чистый экран, на который другие бессознательно проецируют свой нецелостные части. Нереализованный потенциал, невыраженный свет, подавление истины, которые ваша подлинность делает более заметными. Когда кто-то испытывает к вам сильную неприязнь без видимой причины, это часто означает не ненависть к вам, а что-то в себе, что вы невольно отражаете в нем. Точно так же, когда кто-то восхищается вами или сразу чувствует себя с вами комфортно, он признает вас качество, которое хотел бы видеть в себе, но пока не позволил себе полностью воплотить. Вы просто существуете, и этого достаточно, чтобы все всколикнуть. Люди с определенной психической частотой редко остаются незамеченными. Их энергетическая сигнатура слишком очевидна, чтобы не вызывать инстинктивных реакций, поскольку она выносит на поверхность внутренний диссонанс других, будь то к лучшему или к худшему. Если вы замечаете, что ваше присутствие часто либо очень привлекает, либо очень раздражает окружающих, часто еще до реального словесного диалога, это не осуждение вашего характера, а признак ясности. Ваша энергия резонирует или конфликтует. Она не оставляет места для нейтралитета, поскольку неявно приглашает вас занять определенную позицию. Разница с простым поиском внимания заключается исключительно в намерении. Если вы играете роль, сознательно или бессознательно, чтобы вызвать реакцию, то то, что вы получаете, всего лишь результат вашей потребности в признании. Но если вы остаетесь верны своей истине, без театральности, и реакции все равно возникают, то вы наблюдаете истинное воздействие своей частоты. Подлинное присутствие не требует драмы, чтобы быть услышанным. Оно есть, и мир вынужден реагировать. Этот третий признак так се означает, кто вам больше не удастся спрятаться в толпе. Другие чувствуют вашу энергию прежде, чем услышат ваш голос. Они чувствуют нечто, выходящее за рамки ярликов, и реагируют на это нечто еще до того, как узнают, кто вы. Это не тщеславие, а простая тонкая физика. Когда ваша вибрация определена, ее невозможно долго скрывать. Это одно из самых ощутимых последствий процесса индивидуации. Невозможно притворяться анонимным,
когда само ваше присутствие уже является посланием. Эти три признака – разумное тело, отсевчивая реальность и поляризующее присутствие – указывают не на моральное совершенство или святость, а на целостность. Высокая вибрация не возвышает вас над другими. Она просто делает вас более единым, менее раздробленным, менее разобщенным внутри себя. Это значит, кто вы нахали принимать свои противоречия, встречаться лицом к лицу со своими тенями и воспринимать их не как врагов, которых нужно уничтожить, а как потеряние части себя, заслуживающие того, чтобы их услышали и интегрировали. В этом растущем единстве эго, бессознательное и глубинное суд начинают более искренний диалог. Эта внутренняя когерентность создает настолько устойчивую энергетическую сигнатуру, что материальный мир не может не отреагировать на нее. Те, кто вибрирует на этом уровне, не обязательно свободны от сомнений или пас в общепринятом смысле этого слова. Но они перестали жить в хронической внутренней борьбе, принимая свою сложность, но не убегая от себя. Эффект заключается в том, что ваше взаимодействие с окружающим энергетическим полем радикально меняется. Тело защищает правду, реальность ведет себя как зеркало, окружающие четко реагируют на ваше присутствие. Это конкретные результаты большей психической целостности. Но эта ясность имеет свою цену. Вы теряете способность сливаться с толпой просто для удобства. Вы больше не можете притворяться тем, кем вы не являетесь, чтобы добиться одобрения или видимого покоя. Ваша частота слишком определена, и предательство становится настолько болезненным, что ваше тело и сама жизнь больше не позволяют вам это игнорировать. Это часто приводит к моментам одиночества и отстраненности, потому что не все готовы столкнуться с тем, что посылает вам ваше присутствие. Не все искренне желают увидеть свой ютен или осознать свой нераскрытый потенциал. И те, кто не готов, могут реагировать отрицанием, сарказмом или избеганием. Более того, эти знаки – не духовные медали или свидетельства превосходства. Они возникают не из поверхностных ритуалов, а из кропотливой работы по преодолению внутреннего хаоса и осознанному выбору пути к целостности. Однако именно здесь кроется самый коварный риск. На пороге этой новой реальности нас подстерегает тонкая ловушка – духовное эго. Возникает искушение интерпретировать эти знаки как доказательство своей внутренней исключительности, как будто они подтверждают вашу более высокую продвинутость, более высокую осведомленность или более высокую избранность, чем другие. В юнгианском понимании это психическая инфляция. Ограниченное BBC отождествляет себя с архетипическими энергиями, превосходящими эго самого, ошибочно принимая силу, пронизывающую эго жизнь, за их незаслуги. То, кто начинается как большая когерентность, превращается в новый тип грандиозного заблуждения, более утонченного, но не менее опасного. Честный способ оценить, откуда вы исходите, задать себе простой вопрос. Используете ли вы эти переживания для ощущения своей отдельности и превосходства или для того, чтобы стать скромным перед тайной бития? Нужно ли вам постоянно перекислять синхронизмы и события, чтобы придать особый образ себя? Если вы постоянно ищете внешнего подтверждения своего вибрационного уровня или своей иовой, вы, вероятно, подпитываете некую форму духовного нарциссизма. В этом случае вы не находитесь в состоянии высокой когерентности, а находитесь в ловушке сложной конструкции эго, использующей язык духовности для самовозвеличивания. Истинная зрелость, напротив, безмолвна. Те, кто по-настоящему интегрирован, не стремятся заявлять о своей глубине или перечислять свой синхроничности как трофей. Они живут тем, что происходит, позволяют этому развиваться внутри них и не испытывают потребности превращать каждый опыт в демонстрацию своей ценности. Подлинная сила не нуждается в рекламе. Разница тонка, но очевидна. Либо эти переживания делают вас более трезвыми, благодарными и ответственными, либо они раздувают духовное бесы, которое, несмотря на пис высокими словами, остается раздробленным и эгоцентричным.
Психическая инфляција преривет истини поток частоти, потому што заставлиет вас забит, што ви проводник, а не источник. Ви линза, а не свет. Канал, а не источник. Ви тот момент, кога ви путаете ети роли, ви разривете своју свјаз с висшим ја и полностью возвращате свитиски его, толку лучше замаскированого. Истиннаја зрелост пројавляецца во способности переживат ети јавленија. Не чувствуја необходимости постојано навешиват на ник јарлики, објаснет ик или исползоват в качестве доказателстиво. Ви определени момент ви перестајоте накапливат знаки, словно балидлија духовного резюме, и просто начинаете жите с ними. Ваше тело зашчищајет вашу истину, реалност отраđајет ваш внутрени мир. Люди реагирујут на ваше присутствие. Ето учење воспринимет ја как исклучително собитие, а как новаја норма. Ето учење духовно достижение, а естественаја физика вашего способа существување вие мире. Ви процесе индивидуација наступаат момент, кога ви перестајоте искат внешнего потврдења. Вам больше не нужно воспринимат каждую детал как знак или собират доказателства своји предполагаемој еволюција. Високаја вибрација не требует наименованија или признанија. Она просто пројавляецца ве фактак. Најтоми тејп синхронизми терјајут своју сенсационную ауру и воспринимајут ја како обидени способ обшчења с миром. Оторđenje телом ложно го становица обиденем предсказуемим. Реакции окружајущих перестајут вас удивлијат и перестајут бит мерилом вашеј ценности. Вам больше не нужна сложнаја духовнаја система, што би осмислит всио ето. Ви живјоте етим и точка. Глубокаја интеграција ошчушчајќа именно тогда. Кога знаки перестајут бит војс и становјација просто устојчиво и структурој вашего существувања. Именно вив е тот момент ви больше не питете с бит духовним, осознаним или больше нет никаких усилий по представлению. Ви просто не смогли бы вернуться к тому, кем били раньше, даже если бы захотели, потому что достигнути вами уровень когерентности делет невозможным полный отказ от собственной истины, не ощутив её немедленого разрушения. Ви каком-то смысле пленник своей подлинности, но на самом деле ви наконец-то освободились от всего, что заставляло вас лгать себе. Ваше тело наблюдает, реальность реагирует, другие реагируют. Ви продолжаете идти, зная, что вам больше не нужно деактивировать то, что защищает вас от возвращения к прежней раздробленности. Эти три признака, не цели, к которым нужно стремиться, и не пункты, которые нужно отметить галочками в духовном списке. Это естественные последствия того, что вы перестали убегать от себя достаточно долго, чтобы по-настоящему встретиться с собой до такой степени, что больше не остается места для хронического внутреннего разлада. Когда вы перестаете отрицать, преуменьшать и искажать свои чувства, что-то во вашей структуре необратимо меняется. Ваше тело становится верным хранителем вашей аутентичности, отказываясь сотрудничать с теми частями вас, которые стремятся вернуться к автоматическому компромиссу. Реальность становится живым зеркалом вашей психики, и вы больше не можете воспринимать события как чисто случайные. Синхроничности перестают быть спорадическими фрагментами и становятся потоком, а понимание того, что вы каждый день сотворите свой опыт, не позволит вам оставаться полностью пассивным. Наконец, люди реагируют на вашу частоту еще до того, как на ваши слова. Многие узнают вас, другие отвергают, но мало кто остается равнодушным. Вот истинный смысл высокой интеграции. Не постоянно яркие мысли или постоянно приятные эмоции, а настолько сильная согласованность, что тело, реальность и отношения не могут не отражать ее. Это не всегда комфортно, не всегда просто, но это подлинно. Таким образом, главный вопрос заключается не в том, проявляете ли вы уже эти признаки, а в том, готовы ли вы взять на себя ответственность, которую они влекут за собой. Готовы ли вы жить жизнью, в которой больше нельзя притворяться, что вы их не видите, где ваша роль в происходящем больше не может быть полностью отрицаема, где ваша внутренняя правда больше не подлежит обсуждению. Если эти слова раскрывают географию вашего собственного опыта,
Знаете, што ви не одиноки. Ести други, кто движет сјаве тој јасности, не сија ејо тјаџести свободу. Луѓи, которим не нужно провозглашат ејо, которые не ишчут духовник титулов, но которые кажди ден живот во гармонии как во молчаливом акте самоутвествености. Ваша задаха не доказиват што-либо, а зиттем кто ви ест, с честностью, расудителностью и смирением человека, который знает, что он – проводник, а не источник сили, текущей через него. Ви этот момент вибрация перестает быть концепцией и становится способом существования в этом мире. Если этот текст глубоко вас тронул, понаблюдайте за своим телом, прислушивайтесь к синхронизму, замечайте, как другие реагируют на ваше присутствие, и позвольте этим трем зеркалам показать вам, где вы на самом деле находитесь в своем процессе. Преобразуйте то, что вы узнали, в осознанный хайп. Энергию, которая подталкивает вас к более осознанному выбору, более искренним отношениям и более честному диалогу с собой. Благодарю вас за время, внимание и мужество, с которыми вы позволили этим словам проникнуть в вас. Надеюсь, вы без страха распознаете признаки собственной согласованности, отметите их конкретными действиями и продолжите следовать своей истине с достоинством, ясностью и таким глубоким внутренним покоем.